Перед основной гонкой небольшие формальности, техническая проверка машины, медицинский контроль пилотов и обязательный квалификационный раунд. Но и сытно пообедать не менее важно перед выходом на трассу, шутят участники. На первой позиции в стартовой сетке вполне ожидаемо расположился фаворит чемпионата москвич Иван Чубаров. Старт 7 болидов Формулы-3 знаменует начало первого открытого чемпионата Чечни. Зрители хватаются за камеры мобильных телефонов, а на трассе завязывается настоящая погоня. Спустя 28 минут пилоты получают сигнал о последнем круге. Девочка у нас из Казахстана, был парень из Кипра, есть парень из Чехии, из Праги приехал. Ну, это сложившийся вот такой состав пилотов, которые участвуют в Формуле Мастерс. Несмотря на то, что вот мы только-только открылись, в мире автоспорта начинают узнавать, что такое Форд Грозный, какие скорости, сколько поворотов, сколько опасных поворотов. При своем весе всего в полтонны за счет большой мощности эти машины издают оглушительный рев. Формула Мастерс – самые быстрые гоночные автомобили в России, используемые в официальных соревнованиях на территории страны. Объем двигателя в 1,5 литра и около 180 лошадиных сил вполне достаточно для такой легкой модели, чтобы развить впечатляющую скорость. Уже спустя полчаса определились победители заезда. Победитель заезда Иван Чубаров! Иван Чубаров, руководитель Федерации автоспорта Республики Чечня, Ислам Барсалгаев, встречайте! Казалось бы, в настоящих мужских соревнованиях нет места слабой половине, но Любовь Андреева ломает стереотипы. Пусть и приехала к финишу последней, зато достойно отстояла честь представительниц прекрасной половины. В целом очень понравился трек. Здесь мы первый раз здесь выступаем в этом году и надеюсь, что поедем еще раз. Не устраивало, наверное, то, что, возможно, я еще не сильно привыкла к трассе, к машине. И, то есть, мы будем работать. Традиционные сражения победителей с шампанским зрители сегодня не увидели. Чеченская альтернатива – минеральная вода, сильно газированная, но как бы то ни было, эмоции настоящие. Класс Формула Мастер сменился менее быстрым, но куда более зрелищным классом национальный. На трассу вышли участники последнего 5-го этапа открытого чемпионата Республики Татарстан. В классе гонок национальной используются автомобили российского производства. В основном это «Лада Калина». Но допускаются и иномарки, но только отечественной сборки. Проехав всю гонку на первой позиции, здесь уверенно побеждает самый титулованный участник соревнований, мастер спорта международного класса и чемпион России Дмитрий Брагин. Трасса очень такая техничная, в принципе, очень приятно, что у нас в России идет такое серьезное развитие, что регионы развиваются, тем более в южном регионе это именно в этом, можно сказать, пока единственный такой комплекс. Организация мероприятия, сама гоночная трасса и в целом весь автодром, построенный еще недавно, вызвали у участников только позитивные отзывы. Кроме сегодняшних кольцевых гонок, ранее здесь уже успел пройти чемпионат России по дрэг-рейсингу. Тему открытия крепости Грозной на Международном аэрокосмическом салоне в разговоре с Рамзаном Кадыровым затронул и президент страны Владимир Путин. Вы открыли там, я смотрю, трассу новую, да? Здорово, молодцы. Как-то? Нормально, все хорошо. А соревнования прошли хорошо, да? Да, очень хорошо там. Участвовали, да, международно. Пускай ваши ребята приезжают на Формулу-1. С удовольствием, готовимся уже. А пока пилоты из Чечни готовятся к покорению высот гоночного спорта, одна команда, представляющая наш регион, заняла сегодня почетное 2-е место в заезде. Церемония награждения и первый день гонок завершен. Но и на этом не все. В продолжении 2 открытых чемпионатов Чечни и Татарстана завтра зрителям представят еще 3 старта. 2 в классе Формула Мастерс и 1 в национальном. Как вам гонка, ребят? Хамзат Аюбов, Султан Умаров, Луиза Юнусова. Новости.